Для одних выходные, для других начинается горячая пора. Оперштаб республики начал свою работу в новогодние праздники. Обращений немного, пока поступило только несколько звонков. Оперативный штаб слушает. Маршал Далшин. Да. Угу. Так, записываю. Первомайская, нет света. Мы передадим сейчас соответствующую службу и вам перезвоним. Задача работников оперштаба не только в том, чтобы принять тревожный вызов. Там обязуются устранить сбой в кратчайшие сроки. Контролируют работу штаба Министерства промышленности и цифрового развития республики. В целях обеспечения бесперебойного ресурсоснабжения населения Республики Ингушетия на период выходных и праздничных дней с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года при правительстве Республики Ингушетия создан оперативный штаб из числа сотрудников ресурсоснабжающих структур. Аналогичные штабы созданы при муниципальных образованиях Республики Ингушетия. Основной задачей штаба является оперативное реагирование на возможную нештатную или аварийную ситуацию путем мобилизации и координации действий аварийных служб и иных ответственных за бесперебойную работу ресурсоснабжающих организаций структур. В основном в новогодние праздники больше всего обращений у жителей республики возникают по линии энергетиков. В морозные ночи есть вероятность образования наледей на линиях электропередач или обильный мокрый снег может повалить деревья, а вместе с ними и провода. Однако пока в республике сильного мороза нет, да и снег не предвидится, по данным синоптиков. Но сотрудники оперштаба не расслабляются и работают в обычном режиме. По мере поступления звонка на наш номер оперативного штаба мы обзваниваем ответственных лиц, также руководителей предприятий, также глав населенных пунктов и МРСК, ответственных лиц, график дежурств, телефонные номера всех ответственных. Мы их обзваниваем по мере поступления звонка, где какая-то проблема возникла, то с снабжением, то с электроснабжением, то с водоснабжением, и по мере возможного поступления решаем эти вопросы. Звонок оперативного штаба ускоряет решение вопроса, можно сказать вот так. Все вопросы практически, которые поступают к нам сюда, решаются по максимальному времени. Вопросы по водоснабжению требуют больше времени, потому что это подземные водоснабжение идет под землей, поэтому его труднее решить. А так, газификация и сеть, эти вопросы быстрее решаются. Оперативный штаб будет работать круглые сутки. Днем одна группа дежурных, вторая их будет сменять в вечернее время. Также предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных бригад, диспетчерских служб, а также оперативно-выездных бригад. При возникновении проблем с перебоями в электро-, водо- и газоснабжении нужно позвонить по указанным номерам. Муслим Ганиев, Новости 24.